Производственные мощности загружены на все 100%. Мясокомбинат «Башкирские колбасы» уверенно продолжает шагать вперед. Сильные духом, терпеливые и чуткие. Свой профессиональный праздник отметили медицинские сестры. «За счастьем на салазках» свою выпускную работу сибайским зрителям представила выпускница Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова. А теперь об этом более подробно в эфире «Выпуск новостей» в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Мясокомбинат «Башкирские колбасы» недавно отпраздновал свое 8-летие. Если в 2010 году, на заре своего установления, предприятие выпускало всего 5 видов продукции, то сегодня этот показатель увеличен в 30 раз. О других новостях мясокомбината в сюжете Ирины Оренбургиной. Аппетитные ароматы буквально сбивают с ног. Что неудивительно, ведь мясокомбинат «Башкирские колбасы», работающий на рынке Сибая 8 лет, представляет более 150 наименований своей продукции. Молодое предприятие, которое начиналось с производства всего лишь 5 наименований продукции, достаточно уверенно заявило о себе и уже заняло определенную нишу на потребительском рынке не только нашего города. Сегодня мощности комбината загружены максимально. Ежедневно здесь выпускают 10-12 тонн колбасных изделий. Этому способствует и слаженный коллектив предприятия, который сейчас насчитывает 170 человек, 140 из которых заняты непосредственно на производстве. Костяк сформированный, многие трудятся здесь не один год. Это люди опытные и профессионалы своего дела. С раннего утра каждый из них на своем месте, чтобы порадовать потребителей вкусными мясными изделиями. Однако одним из главных показателей качества производимого товара является экспертная оценка. Поэтому предприятие регулярно участвует в различных выставках пищевой продукции, в том числе и в столице нашей республики. Конкурируя с крупными мясоперерабатывающими компаниями Приволжского федерального округа, мясокомбинат «Башкирские колбасы» ежегодно завоевывает медали за органолептические качества своей продукции. Для того, чтобы соответствовать остальным производителям продукции, таким как Черкизово, Останкино, Новотроицкий мясокомбинат, Желен, Уфимский мясокомбинат комбинат, чтобы соответствовать их качеству и даже улучшать его и быть лучше, мы закупаем дополнительное оборудование для того, чтобы удовлетворить качество наших потребителей по вкусу, по качеству, по безопасности. Большое значение на предприятии уделяется технической стороне производства. По мере возможности закупается необходимое оборудование. К примеру, в прошлом году была запущена новая немецкая техника по набивке и формованию вареных колбасных изделий, что позволило не только увеличить выпуск производимой продукции, но и повысить ее качество, облегчить труд рабочих. Работа идет хорошо, конструктивно, стараемся развиваться, закупать новое оборудование, чтобы соответствовать высоким традициям качества, которые были заложены с самого начала. Колбасы докторская, русская, краковская, сосиски молочные и многое другое по достоинству оценили не только жители нашего города, но и Магнитогорска, Уфы, Челябинска и Перми. Кроме того, продукция мясокомбината расходится по общепитам и санаториям. Потребители привлекают как вкусовые качества, так и доступные цены. По утверждению руководства, на данный момент ситуация сложилась таким образом, что спрос превышает предложение, поэтому есть задел для дальнейшего роста. Ирина Оренбургина, Айсар Киреев, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Технологии не стоят на месте, и некоторые профессии постепенно уходят в небытие. Их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, которые никогда не потеряют своей актуальности. Одна из них – это работа медицинских сестер. Поскольку уход за больными нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Международный день медицинской сестры, ежегодно отмечаемый 12 мая, собрал представителей этой профессии в зале телемедицины Центральной городской больницы. Труд медицинской сестры очень сложен, ведь она – это ноги безногого, руки безрукого, глаза слепого, поддержка слабого. Только по-настоящему сильные духом, терпеливые и чуткие люди остаются в этой профессии. Неспроста медсестер раньше называли сестрами милосердия. Они не только выполняют указания лечащего врача, но и помогают пациентам справляться со страданиями. И, несомненно, эти люди заслужили свой собственный день, когда им самим уделяется особое внимание. И такой праздник есть, он отмечается во всем мире 12 мая. Накануне этого дня представители профессии города, ветераны труда встретились, чтобы услышать заслуженные слова благодарности в свой адрес. Открыл ряд приятных и трогательных слов поздравлений главный врач Центральной городской больницы Азамат Ахмадуллин. В этом нелегком труде, то есть я не представляю, чтобы врач был без медсестры. И мы всегда проходим вместе и будем проходить вместе. Вы наша правая, левая рука,
голова наша в том числе. Поэтому спасибо вам огромное. Низкий поклон за ваш благородный труд. По традиции в профессиональный праздник чествовали лучших представителей профессии. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд почетной грамотой ЦГБ были награждены медицинские сестры Гюзелия Белалова, Анастасия Юртаева, Гельминур Исяньюлова, Илюза Искужина, Луиза Вагапова, Гульсера Игишева, Мария Плотникова и Альфия Исмагилова. Кроме того, были отмечены победители и участники творческих и художественных конкурсов. Благодарна своему коллективу, что он меня поддерживает. Благодарна своей работе. Я люблю свою работу. Я выбрала ее по призванию. Работаю уже около 30 лет. Мы очень рады, что нас не забывают, поздравляют с таким замечательным праздником. И хочу также поздравить своих коллег, медицинских сестер, с таким замечательным праздником, профессиональным днем медицинской сестры. Хочу пожелать им здоровья, благодарных пациентов и счастья в семье, дома. В рамках мероприятия состоялся также третий этап профессионального конкурса на звание «Лучший фельдшер», который проходил в связи с объявленным в республике одноименным конкурсом. 6 участников, прошедших финал, боролись за звание лучшего, презентовали свое жизненное и профессиональное кредо, состязались в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, наложении повязок, представляли домашнее задание. По результатам оценки жюри победителем стал фельдшер отделения скорой медицинской помощи Айнур Каскинов. На втором месте фельдшер отделения скорой медицинской помощи Рафик Вахитов и фельдшер отделения для взрослого населения поликлиники Флорида Исимбаева. Третье место разделили подростковый фельдшер отделения для детского населения поликлиники Гузель Рахмангулова и фельдшер гимназии Елена Власова. Ринат Музафаров, Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Дипломная работа. При одном лишь упоминании об этом у рядового студента сразу начнет болеть голова. Иначе дело обстоит в режиссерском отделении. Дипломная работа будущих режиссеров – это спектакль. Они, наконец-то, допущены до сценических подмостков. Спектакль, который они готовят, самый что ни на есть настоящий. В эти дни свою работу сибайскому зрителю продемонстрировала выпускница Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова. Будущий режиссер одноименного отделения Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова за годы учебы проходят несколько этапов. Сначала они познают и развивают себя на простых коротких этюдах. Затем пробуют силы на постановке отрывков из пьес. И вот на последнем курсе наступает пора, когда без 5 минут специалисты могут показать все, чему они научились за последние годы. Пьесы для дипломных постановок берутся обязательно хорошие. Практиковаться нужно только на интересном материале. Задача педагогов – подобрать такую драматургию, которая раскрывала бы способности всех студентов курса и по возможности в разных театральных жанрах. Выпускница кафедры режиссуры и мастерства актера режиссерского отделения театрального факультета Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова Эвелина Редькина в качестве выпускной работы выбрала пьесу известного в республике драматурга Сарвар Суриной «Волшебные салазские янсары», а в качестве актеров коллектив Сибайского театра драмы имени Арслана Мубарякова. Я очень, на самом деле, благодарна руководству данного театра, потому что у меня появилась такая возможность поставить настоящий спектакль с профессиональными артистами. И на самом деле это дорогого стоит. Мне помогали, конечно, безусловно. Сегодня ребята увидят спектакль, который на самом деле каким-то, наверное, ознаменован году семьи. На самом деле я исходила от пьесы самой, от мысли автора, потому что я считаю, что позиция автора – это первостепенная задача режиссера. Автор говорит и поднимает проблему возвращения человека к самому себе.
Жанр спектакля – сказка, и предназначена она для маленьких зрителей. Как скоротечна жизнь отдельного человека, и кажется она вечной в сказке, в делах, во вселенной. Героям пьесы о волшебных салазках дорого в жизни только одно – они хотят быть сами собой. Однако такое удается лишь тем, кто сумеет найти цель в жизни, сможет дойти до конца и стать хозяином своей судьбы. Девушка по имени Дильбар, выросшая в пещере с чертом Абау, не потеряла главный дар человека – умение ценить духовную красоту, отличать добро от зла. Разные тропы ведут их к одной цели, которая называется счастье. Что это за счастье, догнать которое можно лишь на волшебных салазках? Именно этим вопросом задавались в день премьеры юные сибайские театралы. Судя по овациям, дебют начинающего режиссера превзошел все ожидания. А значит, студенческий порог ей перешагнуть удалось, что одновременно и радует, и обязывает. Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Ирина Оренбургина, Айсар Киреев, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Удачной вам недели и всего доброго. Увидимся.